Sağolmaşsınız. Hayırlı gün. Nihayet hevim bilen telefon açsa tugul. Yakından tanışma fırsatı teyze biz Başkortistan'dan min Gavhar Battalova. Menin ismim Salavat. Имя Салават было запрещено произносить 1,5 столетия, называть этим именем детей. Но несмотря на все попытки вычеркнуть его из истории, народ помнит своего героя. Сегодня имя Салават – объединяющий мост между прошлым и будущим, связующая нить Башкортостана со всем миром. Имя человека, говорят, предопределяет его будущее. Когда отец назвал сына именем национального героя башкирского народа Салаватом, наверное, мечтал, чтобы тот стал таким же любимцем и достоянием народа. Но Давлет Хажи Ишкильдин, башкир родом из деревни Кульчумова Сарыкташского района Оренбургской области, вряд ли предполагал, что его сын станет гордостью не только башкирского народа, а такой большой страны, как Россия, современным летописцем в камне и бронзе. Важно, что меня назвал так отец. И не случайно же это как выпало, что меня так назвали. Значит, это была закономерность. У отца был свой взгляд, цель. Это он именно так хотел. А почему он так хотел? А причина простая, что это его многовековые корни народа башкирского, его корни. То есть он очень бережно относился к этим корням и об этом очень часто говорил. Говорил о Башкирии, говорил, что это какой-то такой волшебный край. А корни он эти помнит и знает. И он есть и сам все время произносит, что он именно башкир. Башкир, но в новой, в другой среде, где он оторван. И я думаю, что само звучание этого имени, оно, конечно, на меня и на мое развитие накладывало какой-то вот отпечаток, что вот я именно Салават. Давлет Хажи Ишкильдин, когда ему было 6 лет, после смерти родителей попал в детский дом в селе Разномойка Оренбургской области. В русской деревне его переименовали в Александра. Имя изменить можно, но отношение к жизни, чувство к родине нельзя. Александр Давлет Хажи, живя в сердце страны, всю жизнь тосковал по ковыльным степям и с большой любовью рассказывал близким о своей деревне. В его воспоминаниях это место выглядело земным раем. Я прям помню, да, что он мне вот показывал башкирский русский словарь, что вот он как бы хочет восстановить свои знания. Он же знал башкирский язык, он же в детстве на нем разговаривал. Вот. Тут даже какие-то пометки есть. Ну, мне, например, он говорил, что мое имя Галия обозначает цветок, гыль-гыль. Вот так он говорил, да. Но я взяла внешность отца. Но я на отца похожа очень сильно. Он был сам смуглый, с черными волосами. И, кстати, у него были зеленые глаза, что передалось Салавату. И моему сыну тоже. У меня карие глаза. И, кстати, мой сын совершенно такой башкирской внешности. Сапер Давлет Хажи Александр прошел всю войну. Выжил после ранения, из-за минометного осколка потерял глаз. Кусок железа так и остался в голове, напоминая о себе огромным шрамом через весь лоб. На родине никто не ждал, поэтому после фронта он остался в Москве. Поступил в Московский электротехнический техникум. Работал начальником цеха во Всесоюзном энергетическом институте. Там и познакомился со своей будущей женой, инженером Еленой Сергеевной. И мама, когда выходила за него замуж, она выходила замуж, она как говорила, он герой. Вот, да. Вот. У них родилось 2 детей, которых Давлет Хажи Александр решил назвать башкирскими именами.
Жена согласилась с решением мужа. Но в жизни не всегда все идет гладко. Фамилию матери Щербаков Салавату дали, когда родители разошлись. Генеалогическое древо Салавата Щербакова свидетельствует о том, что происходит он из семьи, в которых было несколько поколений художников, педагогов, священников. Поэтому неудивительно, что Салават с малых лет тянулся к рисованию. В 7 лет он начал лепить из пластилина людей, играющих в шахматы. Он рисовал все время. Вот. Конечно, это уже было как бы естественное состояние, работоспособность такая его и талант. Он с детства одаренный, он выделялся вот, своим заинтересованностью этим, да. Богатое воображение и природный дар Салавата заметили мама и бабушка. Именно бабушка отвела его в только что открывшийся дворец пионеров и школьников на Ленинских горах, в студию скульптуры. Первым учителем будущего народного художника России стал известный скульптор Борис Орлов. У меня уже тогда закладывалось две составляющие. Искусство современное, оно там очень хорошо его знали, даже лучше, чем многие сейчас, потому что информация была как бы закрытая немножко, но не очень доступная по современному искусству в советское время. И поэтому люди очень сильно старались познать. Или все источники, которые могли быть, очень к ним стремились и узнавали. И в то же время еще были люди живы, так скажем, из Серебряного века, еще из дореволюционной эпохи преподаватели. То есть тогда была особая серьезность. Вот как бы шла такая вот идеология соцреализма и советская, так сказать, вот какая-то структура, где были свои достижения в искусстве. Но в этом котле бурлила культура, интерес, эрудиция. Дед Салавата Щербакова, Сергей Васильевич, был скульптором, который получил профессиональное образование в знаменитом Московском училище живописи, ваяния и зодчества, ныне Академия имени Ильи Глазунова. Я сейчас знаю по Кульчумову, по Башкирии 7 поколений. Это очень важная информация для меня. И также я знаю 7 поколений по материнской линии. Предки по материнской линии, или, по крайней мере, большинство, это было духовенство, это были священники. Даже есть 2 святых в роду. Это архиепископ Самарский Петр и митрополит Филарет Дроздов, который является, так скажем, назовем дядей. И вот эта вот реликвия, она самая давняя, так скажем, по этой линии. Это 18 век. Это иеродиакон Сафроний Спаса Вифанского училищного монастыря. И он подарил эту картину своему внуку, то есть моему уже прапрадеду. Иеродиакон Сафроний принадлежал к цеху живописцев, то есть сейчас, наверное, это был бы союз художников. Становление художника Салавата Щербакова шло традиционным путем. Он окончил Московскую художественно-промышленную академию имени Строганова, где его наставниками были выдающиеся мастера скульптуры. Я был рядом с людьми, очень в этом деле знающими, масштабными. Я сторонник как бы и что ли выходец, и такая была высшая планочка Строгановки. Там были последователи Матвеева, и вокруг этого было такое, скажем, интеллектуальная, сложная скульптура, не повествовательная, поверхностная, там, иллюстративная, а вот именно был культ какой-то метафизики, философии, объема. Вот. И это все было как аура вокруг. Молодым во все времена было сложно начинать свой путь. Эта участь не обошла и Салавата Щербакова. Наложились еще и переломные 90-е, когда изменилось отношение к идеологической профессии скульптора. Отнимали мастерские,
Отменяли госзаказы, памятники героям ушедшей эпохи свергали, а новые не ставили. И у Салавата были моменты сомнений, самокопания, пока не пришел к теме, ставшей основной в его жизни – история родной страны и ее выдающихся личностей. Сын, внук и правнук живописцев, архитекторов и скульпторов, в основном скромно реализованных, смог воплотить дар, переданный от предков, за все предыдущие поколения. Сначала памятник и его вообще надобность, тема рождается в умах и в чувствах народа или народов. Да? То есть если, например, памятник, скажем, Салавату Юлаеву, вот сразу возьмем, да? Ну почему он был поставлен? Не потому что вот скульптор или тот, или иной, или там 15 скульпторов захотели, там, это тоже так есть, захотели и сделали себе. Просто возникла надобность и духовная, и, так сказать, историческое, государственное, это чувство народа, что памятник должен быть. И вот когда это родилось в умах людей, то только тогда возникает вопрос, как его сделать, кто его будет делать. И скульптор должен осознать, понять, дотянуться до масштаба этой темы. То есть он является в этом случае не основным локомотивом вот общей идеи. Потому что самое главное в памятнике это не скульптор, а тот, кому ставится. Я всегда говорю, мы слабее, чем те великие скульпторы, которые работали там 500 и 2000 лет назад. То есть это интересно, что связь поколений, что мы смотрим на произведения скульптурные там, в Древней Греции и видим, что их внутренний, назовем, компьютер, их космос и ум внутри, значит, внутри себя, он был мощнее, и нам есть на кого равняться. Быть великим творцом, оставаясь человеком простым и доступным, удается не всем. Простота Салавата Щербакова удивляет, влюбляет, и работоспособность вызывает безмерное уважение. Хотя есть и те, кому не нравится, что в столице России более 40 скульптур авторства одного мастера. Только у стен Кремля 3 памятника историческим личностям, созданные народным художником России Салаватом Щербаковым. Но даже критики признают, что за этим успехом бесспорный профессионализм и многолетний титанический труд. Открытие в 2016 году памятника и мемориала князю Владимиру на Боровицкой площади – важнейшее для страны событие. Авторам Салавату Щербакову и Игорю Вознесенскому удалось вписать монументальную скульптуру в исторической части Москвы. Князь Владимир стал памятником-символом. Здесь изображено 3 барельефа. Это деятельность и, что ли, сущность личности и правления князя Владимира. Ну вот мы начинаем здесь с крещения князя Владимира в Херсонесе. Значит, тут встретились Русь, еще языческая, славянская, варяжская, разные народы Руси, а там Византия и христианство. Там изображены, даже есть место, дети, и на тот момент у меня родился 4-й внук, и вот 4 детей, девочка и 3 мальчика, там есть, это мои внуки, участники вот этого шествия в толпе, дети. Вот. Но также у нас есть такой момент, что на протяжении русской истории в памятниках мы изображаем немножко или намек на автомат Калашникова. Это немножко такая, может быть, или шутка, или какой-то такой, как сказать, какой-то объединяющий прием оружия. И за спиной у одного из воинов можно увидеть, значит, мушку и ствол, напоминающий автомат Калашникова. Памятник князю Владимиру – это визитная карточка Москвы сегодня. Один из символов нашей столицы. Потрясающее место. И великий русский князь Владимир нашел с помощью Салавата Александровича свое такое замечательное воплощение
в самом сердце нашей столицы, что исторически, безусловно, верно и справедливо. Салават Александрович один из самых ярких художников, скульпторов, архитекторов в современной России. И особо приятно то, что он очень любит историю и любит исторические темы. Поэтому, как человеку глубоко погруженному в историческую проблематику, чувствующему дух времени, ему, конечно, улыбается удача на творческих конкурсах, он часто побеждает на этих конкурсах. Причем, вы знаете, завистники говорят о том, что вот, там Щербаков поставил так много памятников в Москве. Нет ни одного памятника, который он бы получил по какому-то указанию административному. Где бы сказали, вот это будет делать Щербаков. Ни одного. Каждый раз это открытый конкурс, это десятки претендентов, и это честная победа. Потому что он талант, и он умеет работать. У стен Кремля в Александровском саду установлены памятники патриарху Гермогену и императору Александру I. Памятник императору-победителю в Отечественной войне 1812 года установлен в парке, заложенном по его указу. Памятник был торжественно открыт в 2014 году. Участие президента России Владимира Путина придало этому мероприятию особую значимость. Это один из всеми любимых живописных парков столицы. Но одновременно здесь ощущается и величие нашей истории. Буквально все пронизано памятью о воинской славе России, о тех, кто защищал, отстаивал и берег наше Отечество. И памятник Александру Первому по праву займет здесь свое почетное место. Напротив монумента Александру Первому бронзовые барельефы с изображениями Бородинской битвы, других сражений и полководцев Отечественной войны 1812 года, а также самого императора. Памятник вырос из более большой, что ли, темы и задачи. Александровский сад, вот как таковой, вот вокруг Кремля, я бы сказал, есть три таких зоны. Это сама Красная площадь, Кремль — это такой треугольник, это Москва-река, и вот третья сторона — это вот Александровский сад. Естественно, возникла идея, что должен стоять памятник Александру Первому. Здесь, напротив, возникла посвященная ему вот такая архитектурная стелла, где доспех Александра Невского, потому что Александр I был назван своей бабушкой Екатериной II Александром в честь именно Александра Невского. И это доспех Александра Невского и оружие 812 года. И мы решили еще продлить эту линию. И там тоже есть, я покажу, два ствола автомата Калашникова. Тут много каких-то исторических параллельных таких легенд, тайн, может быть, даже личного характера. Вот. Но самое главное — это вот дух победы, дух доблести и дух России. Дух России скульптор старается передать в каждой работе. Патриарх Гермоген, великая личность, в период смутного времени сделал многое, чтобы страна обрела свободу. Лик святителя обращен к современному человеку, чтобы люди видели в этом монументе положительный и привлекательный образ. Идея его установки, это было еще до революции, в принципе, Гермоген призвал Минина и Пожарского. И когда хотели ставить памятник Минину и Пожарскому, то первый вариант был не двухфигурный, а трехфигурный. Гермоген, Минин и Пожарский. Это как бы и три сословия. То есть духовенство Гермоген, Пожарский князь и, как говорят, гражданин Минин. Гражданин Минин из купцов. Вот. Но потом возник памятник Мартаса именно Минину и Пожарскому, и как бы осталась неотмеченная фигура Гермогена. В конкурсе участвовало 59 работ. И из этих 59 была выбрана именно эта работа, где он являлся автором. Мне, как архитектору, удалось с ним вместе поработать. Салават Александрович относится к числу таких людей, которые беззаветно служат своей музе. Музе, своему искусству, своему народу, своим корням. А я себе его представляю как человека, который в двух ипостасях выступает. Как великий мастер
а я так именно его называю, великий мастер, и патриот своей отчизны. Соединение вот этих двух качеств – это и есть творчество Салавата Александровича. Среди памятников известным людям есть монумент, посвященный выдающемуся русскому инженеру, архитектору, изобретателю Владимиру Шухову. Он участвовал в строительстве более 400 мостов. Но более всего он известен как автор знаменитой радиовышки на Шаболовке, за которой закрепилось имя Шуховская башня. Но мне бы хотелось вот сказать несколько слов о памятнике архитектору Шухову возле Чистых прудов на бульварах стоит. Да что красиво сделан, ну красиво не то слово, очень грамотно, качественно. Даже не знаю, как сказать, он живой совершенно стоит, он необыкновенно вписан в окружающую среду. Вот, очень эффектный такой вот прямо, так сказать, замечательный творческий успех. Салават Щербаков – признанный мастер, обладающий своим особым взглядом на мир, только ему присущим изобразительным языком. Ни одна из работ не повторяет другую. Памятник государственному деятелю, реформатору Петру Столыпину, конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову, одному из авторов проекта железной дороги Санкт-Петербург-Москва, инженеру Павлу Мельникову, каждый из них – новое слово в скульптурном искусстве. Скульптурная профессия, она вот как игра на фортепиано, а фортепиано все время одинаковое. То есть времена меняются, а клавиши те же. Поэтому вот глина, пропорции, история искусств не поменялась. Вот времена меняются, а мы как знали Родена, так его и сейчас знаем, ценим. Есть вещи, которые не меняются. Вот. Поражает масштаб тем, имена личностей, которых увековечил Салават Александрович. За каждой скульптурой огромный труд, бессонные ночи, работа в архивах, погружение в мир своего героя. Ефим Павлович Славский, руководитель советской атомной промышленности. При его руководстве создавали ядерное оружие, атомные станции в нашей стране. Славский имел самое большое количество государственных наград. Он трижды Герой Советского Союза, награжден 10 орденами Ленина. Салавата Александровича Щербакова я знаю достаточно давно. Человек признанный у нас и во всем мире. Я отношу его к категории вообще национального достояния и считаю, что он есть целое явление в нашей не просто культуре, а духовной культуре. И это очень важно. Он художник эпохальный. Он своим творчеством напомнил всем нам о нашей великой общей истории. В его произведениях мы можем проследить биение пульса нашей страны, нашего народа. И Салават Александрович, будучи большим патриотом нашей страны, но и гордится тем, что он из Башкирии, и он понимает то, что хороший человек – это высшая профессия на нашей земле. Вот он большой доброделатель. Он творит добро. Я не знаю ни одного человека, который сказал хотя бы одно плохое слово о нем. В августе 2020-го, в год 75-летия атомной промышленности, перед зданием Росатома в Москве состоялось торжественное открытие памятника Ефиму Славскому. Символ отрасли 30 лет был министром атомной промышленности Советского Союза. Скульптором-психологом называют Салавата Щербакова. В своих работах он глубоко передает характер героя, его переживания, мысли. Поэтому произведения становятся народными, своими. Памятник Николаю Склифосовскому, блестящему военному хирургу, удивительному педагогу, организатору медицинской науки в России – место поклонения для врачей. Это была идея и исполнение этого городка 1897 год. И на тот момент именно Склифосовский
Николай Васильевич, принес как бы эту идею, был основным двигателем. И даже врачи в Германии на тот момент говорили, что надо учиться у русских. Какая идея основная? Вот человек рождается, здесь роддом. И мои внуки, кстати, вот волею судеб родились в этом роддоме. Рядом храм, в котором крестили детей. И вот вся эта улица, этот квартал длинный, это человеческая жизнь. Но с медицинских позиций, когда человек чем-то болеет, выздоравливает, ее лечат, человек, дай бог, проживает долгую жизнь, здесь патологоанатомия, вот здесь, то есть это морг. Дальше идет храм, где отпевали, и потом идет Новодевичье кладбище, и мы видим колокольню отсюда Новодевичьего монастыря. Каждая работа Салавата Щербакова удивляет, восхищает, окрыляет. К числу уникальных авторских работ принадлежат интерьеры Музея космонавтики, удостоенной премией правительства Москвы за 2010 год. Идея принадлежит Салавату Александровичу – создать музей в виде огромного космического корабля, который летит из прошлого в будущее. Мы работали вместе, начиная с 2007 года. Работа была очень напряженная, в очень высоком темпе. Создавалось все быстро, четко, красиво, и все это благодаря таланту, конечно же, Салавата Александровича. Тему космоса Салават Александрович продолжил созданием памятника великому конструктору Сергею Королеву. Замечательная работа — это Королев. Такой прям вот, какой он и был. Вот ему удалось скульптурными этими, так сказать, вот. Это же очень сложно, да, в какой-то вот одна фигура, один поворот, одно. И это же не целый роман, да, как вот там о жизни Королева, например, когда мы узнаем там то и сё. В одном вот мгновении нужно показать не просто Королева, а всю ту эпоху. Вот ему это удалось. Скульптурная композиция «Бронзовый памятник-фонтан Георгий Победоносец» на Комсомольской площади в Москве. Его установили между Ленинградским и Ярославским вокзалами напротив выхода из метро «Комсомольская». А это уже другой памятник Георгию Победоносцу. Святой покровитель доблестных воинов вскоре отправится в Соединенные Штаты Америки. Вот есть язык, а есть конкретно написанное литературное произведение на этом языке. И вот очень важно владеть языком. И ты его потом выливаешь, воплощаешь уже эту вещь, выливаешь в эту конкретную задачу. Вот, например, вот эта вещь, это Святой Георгий, это борьба добра со злом, можно сказать, такая общечеловеческая тема. Но в этом случае это мы делаем для другого континента, для Соединенных Штатов. Это, ну, такой частный, можно сказать, наверное, внутри там меценатский заказ, то есть захотели на территории там храма поставить вот такую статую. Смотреть, как скульптор работает со своими учениками – удовольствие. Мир вокруг перестает существовать. Остаются только мастер, его ученики и произведения. Не хватает полета хвосту. То есть его я вообще перестраивал. Вот. Потом, смотрите, вылет этого крыла. Он должен как сабля, как меч. Оттуда, как будто он ему брюхо сейчас спорит. Прямо как ты... А оно там вот так вот лежит и все. То есть он должен быть какой-то плоский, острый, любой. Да, и должно быть поганый. Он должен даже губу поднимать вот так, понимаешь? То есть это должно быть, вот этот зуб, он должен быть красивым, крепким, гладким, опасным, толстым, острым, ядовитым. И динамика движения, объемов и пространства должна быть, как говорится, управляемая скульптором. Как он ее направил, вот. Салават Александрович очень чуткий учитель, и в целом он дает бесценные советы и передает свой опыт в плане того, что он каждого конкретного человека, он как бы чувствует, он ощущает, в принципе, что ему, какой совет ему нужно, ну, вот, в плане скульптуры. Для меня это большая честь работать в мастерской Щербакова.
Работы заведующего кафедрой скульптуры Российской академии живописи, ваяния и зодчества имени Ильи Глазунова Салавата Щербакова тесно связаны с жизнью страны, с современностью. Он один из создателей главного храма вооруженных сил России, построенного в честь 75-летней годовщины Великой Победы. Собор расположен в парке «Патриот» в Одинцовском районе Московской области. Этот храм был задуман еще при Екатерине II Потемкине. Вот через 300 лет он был осуществлен, и это уникальный проект. Всем будет интересно это увидеть, но то, что вот он делал, это горельефы, это такие как бы почти круглые рельефы, посвященные всем там значимым главным битвам Великой Отечественной. Там и Курская дуга с танками, там и моряки, там исторические вещи у него есть, там связанные с Петром I и так далее. Удивительные работы, симбиоз искусств. На фасадах собора 12 декоративных бронзовых рельефов. На них изображены самые важные сражения из военной истории России. Среди героев в образе одного из защитников Сталинграда отец-фронтовик Салавата Щербакова Давлет-Хажи Александр. То, что можно рассказывать языком скульптуры в Кубинке, в воинском храме, вот я как раз изобразил, можно сказать, всю, может быть, основную воинскую историю. Там и есть, это 50 погонных метров рельефа, больше 10 рельефов по 5 метров. И там вот все вот эти этапы, начиная, скажем, с X века, представлены в той сжатой форме. То есть мы как бы читаем по скульптуре символами большую историю. Но это не значит, что ее не надо читать в книгах, потому что в книгах еще больше океан, а скульптура это не такой, как верстовые столбы. То есть вот поставили столб, вот это о том-то, значит, там-то, например, столб на Южном Урале, значит, это целая, значит, стихия, там Южный Урал, Башкирия, например. То есть столбиком напоминают, чтобы человек сделал вот это путешествие глубокое и интересное. Барлык эштерендиле берзе яратам. Защита родной земли, Первая мировая и Великая Отечественная война. Эти темы святые для Салавата Щербакова. Его отец, который прошел всю войну, часто делился воспоминаниями о том, как защищали родину ценой жизни простые молодые ребята. Умирали, но не сдавались. Восприимчивый маленький Салават все это слушал, представлял и через много лет стал воплощать в своих произведениях. Поклонная гора в Москве – особое место для всех жителей нашей страны. Здесь в 2015 году состоялось открытие памятника Стеллы «Городам воинской славы посвящается» по проекту Салавата Щербакова. Он выиграл всероссийский конкурс и право устанавливать эти памятники в городах России. Одна из наших важнейших работ, а может быть одна из самых важных, я считаю, это знак обелиск «Города воинской славы». В 45 городах стоят наши обелиски, символы городов воинской славы. Это от Владивостока до Калининграда, от юга Анапы до Кольского полуострова. То есть вся страна наша, она насыщена вот этими знаками, объединяющий обелиск всех городов воинской славы, который стоит на Поклонной горе. Я не побоюсь этого слова сказать, что он входит максимум в тройку лучших скульпторов нашей страны. Максимум. Я счастлив, что меня судьба с ним связала, что нам удалось вместе поработать. Я надеюсь еще что-то сделать полезного для нашей Родины, для нашей страны, для наших людей. В 2009 году в Грузии взорвали скульптурную композицию «В борьбе против фашизма мы были вместе». В Москве решили поставить новый монумент. Он получился масштабнее, эмоциональнее. Памятник соединил в себе военный монумент славы и памятник дружбы народов. Композиции свойственна жизненность, историческая конкретность и монументальность. Впрочем, эти качества присущи
всем произведениям скульптора Щербакова. Это памятник открыт к юбилею Победы в 2005 году. И тут 15 блоков, это 15 республик. И в каждой республике свой памятник. И даже тут есть те, которые были снесены. Это в Эстонии, в Таллине солдат. На самом постаменте это те, кто установил знамя над Рейхстагом, Егоров и Кантария. Но памятник шире всем бойцам. И на куполе Рейхстага, вот здесь на рельефе, изображены группы, которые штурмовали Рейхстаг с разных сторон в разное время, устанавливали знамена. И это и Берест, и группа Провоторова, и боец Гази Загитов, как мой отец из Башкирии. Он участвовал в штурме Рейхстага, и его образ у нас тоже есть среди вот этих бойцов. Вот, так что мы тут подчеркнули участие всей страны в победе, всех республик, ну и как мое личное, память об отце Башкирии, это вот Гази Загитов, который участвовал в штурме Рейхстага. Мне очень нравится то, что на Поклонной горе, где выдружают знамя над Рейхстагом, вот по чисто художественным каким-то вещам, как вот руки сделаны, как скомпонованы, так сказать, вот какие детали. Я так хожу, смотрю, думаю, а как ты это сделал? Ну вот он чувствует. Работа архитектурная, скульптурная и историческая. В мастерской Щербакова создали памятник не человеку и не музыкальной мелодии. «Прощание славянки». Памятная композиция у Белорусского вокзала. Вызывает глубокие чувства у встречающих и провожающих. Я лично несколько раз работал в качестве заказчика с Салаватом Александровичем. Это, конечно, много было памятников и мемориалов, связанных с Первой и Второй мировой войной. Вот этот мемориал такой трогательный, «Прощание славянки». Здесь прямо вот текст этой знаменитого этого марша Агапкина. И вот отсюда, с Белорусского вокзала, всегда на войну уходили наши деды, прадеды, прапрадеды уже. Поэтому это было установлено в 2014 году, этот мемориал, к 100-летию Первой мировой войны. Один из самых грандиозных мемориалов установлен в Парке Победы на Поклонной горе. Открыли памятник к 25-летию вывода войск из Афганистана. Памятник воинам-интернационалистам стал местом, где встречаются те, кто прошел горячие точки современных войн. На памятнике написаны имена 30 тысяч воинов-интернационалистов. Конкурс на создание этого памятника выиграл сын Салавата Щербакова Сергей. Сын пошел по стопам отца, а дочь Анастасия выбрала профессию художника. Зять Василий Перфильев – известный архитектор. Жена Салавата Александровича Екатерина Львовна – известный художник-график. Такая удивительно талантливая творческая семья. Отмечу интереснейшую выставку, которую мы делали вместе с Салаватом Александровичем, где он работал не как скульптор, а как художник и архитектор выставок. Эта выставка называлась «Помни, мир спас советский солдат». Мы были вынуждены запретить вход детям на выставку без сопровождения взрослых, а дошкольников просто не пускать, и младших школьников. Потому что то, как авторы выставки и военно-историческое общество показали наглядно на документах, на фотографиях, на предметах преступления фашизма на территории нашей страны, людям плохо становилось прямо. Мы вынуждены были оказывать врачебную помощь зачастую. Такова была сила эмоционального воздействия. Неимоверная сила воли, выносливость, стремление к победе, умение преодолевать трудности. Все это присуще Салавату Щербакову. Эти качества были заложены еще в детстве, а именно в спортивном зале, где он обучался приемам самбо. Мой отец в детстве боролся на поясах. И я, когда пришел к Евгению Леонидовичу, он из Башкирии,
Значит, и я вот так встаю, да, вот так берем, вот так пояс, да, он так на меня смотрит, слушай, а у тебя отец случайно не татарин? Я говорю, вообще башкир, но он меня борьбе не обучал. С Евгением Леонидовичем я провел детство, попал к нему не сформировавшимся цыпленком и прямо на ковер. И Евгений Леонидович поставил такую планку и такие коридоры движения, где уже человек попадает, он понимает, что он должен выдержать, быть на уровне. И я могу сказать, что я, с одной стороны, живу по законам Башкирии, как своего отца, значит, генетика, и живу по законам Евгения Леонидовича до сих пор, как учителя. Критиковать я не могу его, потому что он мой ученик, и я не вижу в нем каких-то слабостей, недостатков. Вот, потому что он, когда ученик, так это святое. Салават совершенно для меня феноменальный, единственный, которого я вот так вот запомнил, с хорошей, со спортивной точки зрения, человек железный, который при мне, я его не видел, чтобы он тренировался в поте лица, и в то же время его невозможно было бросить. Для меня он железный человек. Салават Александрович подходит к спорту, к нашим тренировкам творчески. То есть он не зацикливается на каком-то одном движении. Он смотрит по ситуации. Если ему удобно стать в правую сторону, он работает в правую сторону. Если ему соперник не позволяет вставать в одну, он моментально подстраивается. Обычно тренировочный процесс подходит. Один встает и начинает делать монотонные движения. По 300 раз. А вот Салават Александрович, он сразу. Он одно движение влево, одно движение вправо, потом статическая работа, чтобы хорошо размяться. И все, это показатель. Россия – родина самбо. Это единственный вид спорта в мире, где русский язык признан официальным языком международного общения. Самбо зародилось 80 лет назад. К юбилею самбист Салават Щербаков подготовил особенный подарок. Знание всех элементов борьбы помогли ему в скульптурной композиции передать внутренний мир основателей самбо – Ощепкова, Спиридонова, Харлампиева. Салават Александрович, рад видеть. Очередной раз встречаемся в вашей художественной мастерской. Как вы? Ничего, работаем, нормально. Ну вот, кстати, хочу сказать, наш проект по самбо, он сейчас уже вошел в стадию реализации, что наша главная центральная фигура, вот. Да. Это, по сути дела, вот основные фрески, которые были найдены во Владимире. Они лишний раз говорят относительно того, что самбо – это наш национальный вид спорта. Это, по сути дела, наше национальное достояние, и мы должны в этом направлении, в общем-то, сейчас ее учитывать как бы основным тоже. То есть это первое изображение, ему 1000 лет. Да. Произведения Салавата Щербакова установлены в разных регионах России. В каждом уникальность, нечто сокровенное, рассчитанное на вдумчивого, глубокого зрителя. В одном из районов Карелии было 26 военных госпиталей, и очень много было в годы Великой Отечественной войны спасено там непосредственно наших офицеров и солдат. Это, наверное, единственный памятник на северо-западе медсестрам Карельского фронта. Вот за этот памятник многие женщины, ветераны, низкий вам поклон. Поэтому вот в этом многообразии, я просто еще раз хочу сказать, есть и Салават Александрович. С одной стороны скромный, а с другой стороны человек, который своими руками ваяет такие вещи. Говорят, есть художник, который может нарисовать, а есть руки, которые могут не нарисовать, а сделать этот образ живым. Вот это вы, Салават Александрович. Спасибо, Рашид Гумарович, за такую такую оценку. Спасибо большое. Да. Спасибо. Великий скульптор, признанный мастер мемориального жанра, известный архитектор. И все эти слова об одном человеке, о Салавате Александровиче Щербакове. Его станковые работы находятся в коллекциях России, в Третьяковской галерее, Оружейной палате Московского Кремля. Ряд работ приобрели частные галереи в Швеции, Франции, Бельгии, Голландии, США, Австралии, Великобритании. Салаватом Александровичем создано более 40 памятников, 45 памятных стел в городах воинской славы, более 10 дизайн-проектов интерьеров. Установлено свыше 2 десятков мемориальных досок. Вот когда удается вещь, ты
внутри себе даешь оценку, что да, ты вот это смог, как бы, да, или там, ну это, наверное, любой художник нормально так и делает. Вот. Поэтому такого, что там, как бывает у артистов, там проснулся знаменитым, в скульптуре такого нет. Это просто работа, когда говорят успешный скульптор или успешный живописец. Это что-то подозрительное, это какое-то что-то поверхностное, какой-то там светский проходимец, там, да, или какой-то там, может быть, даже и шарлатан. Вот. Поэтому я слово «успех» вот не хотел бы, так сказать, к себе. Да, и тем более, что скульптор работает не для нас, а в основном для внуков и правнуков. Для него каждая новая задача – это что-то новое в творчестве. Он откликается охотно на каждую работу. Не потому, что ему хочется что-то получить, ему хочется отдать. Вот принципиальная разница с большинством художников в нашей стране, во всем мире. Но вот эти достоинства Салавата, его невероятная любовь к творчеству, к профессии, к своей, его заряженность на успех, его желание как можно больше сделать. Вот такое ощущение, что он чувствует себя, ну, не то, что вот он такой состоявшийся, великий скульптор, известный, все. Он в каком-то смысле еще ученик. Он хочет достичь, ну, это он сам так, если мы этого не, так сказать, не скажем никогда, он уже мастер, признанный, но сам он себя ощущает ребенком. Ему хочется дальше работать, сделать, самовыразиться. Крепкая дружба нередко повод для зависти. Но Салават Щербаков и Зураб Церетели не обращают на это внимания. Двум состоявшимся мастерам нечего делить. Их объединяет любовь к вечному искусству, желание служить музе, избранной много лет назад. Палитра – это внутренний мир художника. Но это присутствие при таком акте. То есть вот так оно рождается, как говорится, чудо. Но мы даже чувствуем себя неловко. Во внутренний мир художника входим. Краски шикарные. Вот так оно творится из мертвого материала жизни. Салавату Щербакову удалось создать свой стиль в искусстве и такие памятники, по которым потомки будут судить о нашем времени. Основа его творческого пути была заложена великими педагогами Альма-Матер. Школа, которая в России существует, в мире не существует. Поэтому вот такие люди, как он, могут сохраниться. Потому что это настоящие патриоты. Нас не только Россию любят, искусство любят, потому что почерк, другая школа российская в искусстве. Поэтому воспитать и это традиции постепенно передаваться не все могут. Он это может. Это очень полезно для России. И у него уникальнейшая рука, уникальнейшие мозги. И это, знаете, это тонкость. Может профессиональный художник заметить. Вот такие художники надо воспитаться. Мин башкорт халкынан улы. Я как настоящий башкир люблю скорости, нравится движение вперед, нравится активность, но я считаю, что надо сочетать, и коли мы говорим о Башкирии, я бы сказал, как я думаю, башкиры жили выносливой жизнью, где нужно лето жаркое, зима холодная, терпеть, строить, терпеливо строить, но при этом нужны конные атаки, нужна скорость, вот, поэтому вот я считаю, надо сочетать. Для отца Салавата Щербакова, Давлет-Хажи Александра, родина была как рай на земле. Маленький Салават такой и представлял эту землю. Он не ошибся. Его восхитила родная Оренбургская земля. Поездку на родину отца воспринял как подарок жизни. Я как бы сейчас с возрастом все больше становлюсь башкиром,
том смысле, что я и так-то башкир по отцу. Но это чисто, ну, как сказать, ну, что ли, генетически, потому что я всю информацию и по культуре был отрезан, как бы, и как бы интересовался, и то, что мне отец передал, импульсы вот, какие-то, то я их как бы понял, что они у меня осели на всю жизнь, и сейчас я познаю, и, оказывается, я действительно вдруг понимаю, что я это все многое знаю. Вот я приехал, почувствовал себя вот на Южном Урале, как дома, и людей. Вот. Поэтому, конечно, это я и очень хочу, и это я очень рад, что я вот так расположен. У меня половина русская, половина башкирская, и это я вообще ценю, что это так. И, конечно, сам характер мне очень интересен и близок, потому что я сам такой. То есть и я понял, откуда у меня какое-то есть терпение, упорство, какая-то башкирская сила. И еще важное свойство для башкир — какая-то при этом скромность, не выпячиваться, но быть верным делу, терпеливым. После поездки в родные края, знакомства с башкирской землей, ее жителями, Салават Александрович интересуется всем, что связано с башкирами, с их историей, культурой, бытом. В один из визитов в Башкирию я получил вот такой подарок. Это башкирский орнамент. Это как бы юрта степная. Это глава республики Ради Фаридович Хабиров подарил мне вот такой подарок. Теперь я открываю. И вот что здесь оказалось. Угу. Это то, что я долго видел, искал, понимал, знал. Внуку хотел купить небольшого размера. Это традиционная башкирская шапка. Вот представьте, какая. Вот, я ее, когда одеваю, мне нужен сразу конь, степь, бой. И горжусь, что я сын башкирского народа. Генетическая память, родовая память, память предков. По-разному называют это уникальное явление. Генетическая память связывает века, передает из одного поколения в другое внешность, характер и даже походку. Узнаю башкирскую походку. Сначала я это видел только на своем отце, как он ходит. Ну, они же много веков, башкиры, на лошадях, значит, они наездники, они воины. И, видимо, в том числе эта природа отражалась. Вот. И да, и мы даже с сыном смотрим на внука со спины, у него походка, в Петергофе идем, представляете, там смотрим, да, и вместе говорим, что вот это есть. И я также, приехав в Башкирию, узнаю эту походку по той как бы капельке, которая у нас, ну, в смысле, вот я узнаю эту реку. Вот. И сам такой же походкой обладаю, как некоторые заметили потом мне. Так что у меня башкирская походка. История башкирского народа, его выдающиеся личности хорошо известны за пределами республики. Мужество башкирских воинов всегда восхищает, удивляет. Это один из немногих народов в мире, который брал оружие в руки только ради защиты родной земли. Таких людей, как генерал Шаймуратов, их надо поднимать выше, потому что это и есть истинные герои башкирской земли. Мы помним, что еще со времен войны с Наполеоном башкиры были прекрасными кавалеристами. И он формирует сначала кавалерийский полк, потом кавалерийскую дивизию. Дивизия набрана на 90% из башкир, на 90% из добровольцев. Дивизия Шаймуратова имела самое большое число героев Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. Вот подлинные герои, подлинные образцы башкирской земли. Салават Александрович погрузился в эту тему. Сделал замечательный эскиз памятника герою России Минигали Шаймуратову. И более того, эта работа была признана победителем архитектурного конкурса на создание памятника знаменитому генералу. Он будет скоро установлен на Советской площади Уфы. Кто он? Русский,
башкир, москвич. А кто он? Да вот он человек мира, я считаю. Хотя, конечно, он патриот нашей страны, нашей Родины, и все его творчество крайне патриотично. Но вместе с тем, как скульптор, как художник, он является достоянием всего мира, всего человечества. Поэтому он так естественно выглядит за границей, в столице искусства в Париже. Он также точно, я убежден, выглядит в башкирских степях на лошади. Он естественен всегда и везде. Инзур хаялам, Урал Батыр эпосы, БНЦ, монумент ТЗ. У каждого народа, в частности в Башкирии, есть очень важный фундамент, где живет душа башкира. Это есть эпос Урал-Батыр. Я сейчас стараюсь узнать побольше, понять характер и душу, и содержание этого эпоса. Это эпос такого мирового значения, о котором должен побольше узнать мир. И я, конечно, обязательно хочу углубиться и что-то как скульптор профессионально сделать. И хотелось бы в Башкирии, в Уфе, наверное, или, может быть, это в нескольких местах, этой теме уделить внимание, чтобы возник какой-то комплекс, монумент, рассказывающий и подробно об этом эпосе, и выразить общий дух, общую идею, чем питается его душа из этой вот народной многовековой культуры. Я считаю себя, опять еще раз повторю, башкиром очень молодым, потому что я чисто по рождению у меня все это есть, а по знаниям я подключаюсь максимально как могу сейчас. Когда я был в Уфе, и мне подарили книгу, это толстая книга, даже многотомник, и рода башкир, я принадлежу к роду Кипчаков, и в перечне есть и фамилии, и предки мои вот в этой книге. Башкирская земля и ее жители с доброй и открытой душой влюбляют людей в себя. Наш великий земляк, всемирно известный скульптор Салават Александрович Щербаков, сейчас старается приезжать в Башкортостан почаще. Наш Оран клич башкиртабынцев Салават. Салават — это молитва, по-моему. Молитва, да, Оран. И я сегодня решила вам подарок. Все восстановленное хахал моих предков. Это я вам дарю, пожалуйста. Спасибо, потому что у меня есть внучка. Это очень ценный подарок. По нашему обычаю я вас должна угостить. Это бишбармак. А теперь бульоном запивайте. Салават Александрович большим интересом слушал рассказы башкирских женщин о батырах: Урал-Батыр, Киньябыз, Салават Юлаев. Каждый из этих героев ему уже близок по-своему. Интересно, о чем бы он поговорил с ними при встрече? Ну, конечно, с Салаватом Юлаевым у нас был бы разговор неравный. Это слишком гигантская, большого масштаба личность. Такие личности потом отражаются на века в сознании народа, являются символом. И он уже стал частью самого народа. Его без ошибки назовут именно вот душой, что ли, или зеркалом башкирского народа. Да, и в конце нашей беседы я бы, конечно, с гордостью сказал: меня тоже зовут Салават.